Всем привет, ребят! Проехали в то место, где мы останавливаемся. Обычно, когда я езжу на УАЗике, на гору выхожу, вон туда снимаю здесь эти места. Почему мы едем так медленно? Потому что мы рыбачим. Сегодня на лодке едем на вторую избу. Троллинг это называется, как рыбалка. Сейчас ниже на поворот одна щучка попадалась, чуть больше блесны, если так, ну, по сантиметру на сантиметра 20-25 от силы. Ну и до лодки не дошла, она сорвалась. Здесь яма хорошая, вот такая, ивы, и трава сейчас дальше будет. Здесь еще потащим и дальше поедем. Пока нифига особо клёва нету. Перекур. Перекур, Денис. Так. Ну что мы взяли? Вещей сегодня у нас пила, 2 рюкзака, 2 ведра. Так, и там еще мешок с вещами. Остановились. Отсюда, наверное, еще одно ведро маленькое возьмем. Если что, чтобы ягоды собрать или... Ну что сказать. Обычно мы набираем воду оттуда. Этот комок еще на берегу бывает обычно. Сейчас в воде. Лишней воды еще много. Дофига воды в лодке все время приходится черпать, потому что у меня на берегу лодка была и все подсохло, видимо. Вода заходит ужасно. Здесь прошлого похода мы лодку так оставили и пускай лежит. Вот такие дела. Ну что, давайте сходим, посмотрим. Сейчас дожди сильные были. Как там в избушке. Вдоль трубы там зашла дождевая вода или нет. Так. Ну вот. Изба стоит. Мы на Денис. Все на месте. Все там здорово, крыка. О, ведро уже наполнилось. Вон. Так. Куда бы это поставить? Ручку надо нормально сюда привезти еще. Все забываю. Ну вот. Да. Видать, вода заходит. Дождевая вода вдоль трубы просачивается, между прочим. Ой, бля. Чуть-чуть продавила тут. Эта картина не очень хорошо. Как-то надо что-то придумать, чтобы дождевая вода не заходила, потому что, блин, с прошлой печкой у меня тоже вдоль трубы вода зашла, и плесень вот начиналась из-за этого, с этого угла. Пошло-поехало. Да, очень даже сильно он видно как. Так, ладно, будем думать, что делать. Так, ну это я ожидаемо.
Ведро взяли. Закрываем ворота. В принципе, смотреть-то нечего тут. В двух словах я расскажу. Как и говорил ранее, мы собираемся поехать на вторую избу с ночевкой. Как бы одну ночь переночуем, а там посмотрим, что дальше делать. Или 2 ночи переночевать, или одну. Наша задача чисто рыбалка. Взяли спиннинг, взяли сети, может еще закинем. Будем рыбачить, ловить рыбу. Не хочу задумываться, что-то либо делать, какой-нибудь либо ремонт. Вообще в планах ничего нету. Если только вот печку там придется чуть-чуть подлатать, и все. А все как будет. Также вы смотрите и все увидите, как будет, какой поход. Едем с Денисом, как вы поняли. Также хочу добавить, что вот этот поход спонтанный получился. Вчера мы спустили лодку, хотели поблизости там порыбачить, и в планах вообще кардинально все изменилось, потому что у Дениса больше времени нет. Скоро он уедет, это уже, думаю, у него будет последний поход до отъезда, и он уже поедет в Питер, а там, считай, полгода он будет без тайги. Вот, поэтому мы быстро все собрали, что было в продукты, набрали из холодильника. Вечером все так задумали, заправили бензин, и сейчас уже мы поедем на избу. В принципе, в прошлом году мы туда не ездили, позапрошлом году в это же время там были. Вот так. Курчалены искусали уже, блин. Мошки много. Так-то комаров практически нет, но мошкары дофига. Ой, блин, сколько воды уже зашло. Popalaan. On tapa. Te проскочите, да? Много. Воды море. Да. Хреновые дела.
Потому что, когда большая вода, думаю, так хариус особо брать не будет. Первое препятствие небольшое, это надо спилить. Спилить. И проедем дальше. Он на чем висит, интересно? Энкуски она? На корне висит или как? Где спилить? Задавит. О, блядь. Так. Задавит лодку. Ja nic lösi wyleźć łomeny z wośkot. Пока не поздно петны колотетеш. Pilitim da. En oşetçi yana kuculas. Яткушти кучани. Куджасан yana mega kar. Olsa kod. Так, моя сочи пройдита. Так, колопетница тысяч полная. Ты просто коту еще. Но пышься колопеткадны. Ледишь, во, таджи кот. Jeszcze lecisz. Это спорт. Вы жнурись на 15 тысяч. Радиков. SLS. Лезь. Так, это пока нам не мешает. Надо пробоину найти, блядь. Пробоину надо найти. Так. Фух.
нас остановка, перекур. Подустали сидеть. Пьем кофе. За тот путь, что мы прошли с устья этой таежной реки, я видел 2 всплеска. Ну, мелкие такие хорюски или елец там всплеск. Рыба молчит. Помнишь, позапрошлом году мы приезжали, Денис? Пол пути мы тащили лодку. Из-за того, что мелкая вода была, вообще мелкая. Ну, еще несколько, скажем, дней 4 хотя бы. И уровень, наверное, будет более-менее летний, что ли. Сейчас спад идет воды. Но на сантиметров 30 уже упала вода, но лишнее еще есть. Я знаю, что будет, какая рыбалка. Ну вот, сейчас перекусим. Дальше в путь. Тишина, вообще штиль. На улице тепло, в принципе, но вот мы в бушлатах. С утра так прохладно было. Да и когда на лодке едешь, не жарко. Весенний затор, блин. Еще стоит. Яткашти. Все тюрьма.
Ой, не рассчитал вычи. Küçücük işte demek. Oi. Kuuletis mun se törämoka. Сейчас ляпкой моторис на Остербера. Или töräs. Ну-ка давай, кусочки. Пидла. Tak. Siellä mä puutis mun kala. Törötäi. Törjämä. Pelissä menen väliin. Kytsönä. Taks. На осенней охоте придется спилить. Или там, или здесь вершину. Вода поднимется, а не проедешь. На нахуй. Так, Денис, me taas kylät. Napelissa tänne. Чуть-чуть бергадыш пушца. Заводить часка.
Откажьте, 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 откажьте. Весной уже показывал эту тропинку. Вон, у бобров. Вообще такая магистраль. Свежие сегодняшний еще выход из воды вон. Здесь целая семья тут живет. Несколько штук. Здесь тропинку оставили, только на одном месте и ходят. А тут кто-то копался вон. Дедли? Денис? Адян? Что-то похоже на волка. Это, думаю, волк. Да. Это следы волка. Подробнее посмотрю.